Здравствуйте, это программа «Православный взгляд» на телеканале ТУА-24, в студии Татьяна Рамазанова. И сегодня у меня в студии гость, диакон Дмитрий, клирик Воскресенского кафедрального собора города Кызыла. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, отец Дмитрий. Перед записью нашей программы мы начали с вами говорить об очень интересной теме, которую я до сих пор пока не понимаю. Время закона и время благодати. Ну вот, наверное, вы сейчас и расскажете, что это для православных значит. Да. Я немножко отвлекусь к истории и расскажу о том, что вот мы с вами знаем, что сама даже Библия, она делится на две части. Это Ветхий и Новый Завет. И вот это очень сильно связано как раз с отношением людей к Богу. То есть первое ветхозаветное время до пришествия на землю Спасителя Иисуса Христа, оно отличалось соблюдением постановлений, которые Бог предписал исполнять для того, чтобы как минимум не скатиться к состоянию зверей, к состоянию животных. То есть человек должен был не опуститься ниже планки определенной нравственной. И поэтому мы с вами знаем, что есть 10 заповедей, которые народ Божий получил через Моисея на горе Синай от Господа Бога. Вот, это произошло спустя 40 дней после освобождения из Египта, то есть где-то 2000 с чем-то лет до пришествия на землю Христа. То есть 2000 лет люди жили по закону, именно по закону. То есть Бог постановил больше 260 заповедей по отношению к ритуалу, то есть по отношению к богослужению. То есть как чтить Бога, как совершать жертвоприношения, как совершать молитвы, во что должны быть одеты священники, какие они должны совершать действия. И 10 заповедей касались нравственной стороны. То есть мы их знаем, это отношение к Богу, то есть почитание истинного Бога, который как раз освободил из плена, Творец, Создатель. Вот. И по отношению к человеку, то есть возлюби Бога всем сердцем, всей душой. И вторая заповедь – возлюби ближнего как самого себя. Сюда входит и не убей, не укради, не прелюбодействуй, не завидуй, да, мы знаем, почитай старших. Вот. И, конечно, уже в этих заповедях, в 10, скрывалась вот эта глубина. То есть Бог уже намекал на то, что недостаточно просто не убить, но необходимо еще и не ненавидеть человека. Но он пока этого не касался. А когда на землю пришел уже Господь и стал спасителем для народа, когда Он стал человеком, чтобы за нас умереть, тогда Он уже говорит. Раньше было сказано «не убей», а теперь сказано, а теперь я вам говорю, что даже если ты напрасно возненавидишь своего брата, ты уже убиваешь его, да? Если ты даже не изменяешь своей супруге, а только вожделеешь кого-то, видя красивое лицо, ты уже согрешаешь в сердце своем. То есть он углубляет эти заповеди, он показывает, что на самом-то деле Бог смотрит больше на сердце. Но народ Божий, израильский, он тогда еще не был готов к такой глубине, и поэтому Бог его готовил через исполнение закона, через строгие правила. Поэтому в субботу человек не мог совершать никаких действий, кроме самых необходимых. То есть он должен был приходить в храм Божий, совершать богослужение, приносить жертвы и минимально, может быть, готовить пищу для своего семейства, для своего скота. Все остальное, обычные свои домашние дела, он должен был отложить. И человек, который, например, собирал дрова, уходил в лес, например, да, то его в этот день, в субботу, не могли даже схватить и побить камнями насмерть. Для нас сейчас это странно. Неужели настолько страшно в праздничный день, когда нужно Богу служить, неужели страшно совершить какое-то дело? Там, натопить печь или постирать, да, как у нас в народе принято этого не делать. Вот для нас это странно. Неужели за это можно лишиться жизни? А вот в то время, да, действительно, народ Божий должен был человека наказать. И вот сегодня мы с вами сталкиваемся с тем, что у нас такая дилемма. Когда пришел на землю Спаситель, он уже отменил постановления, связанные с богослужением. Вот те 260 постановлений, которые связаны с жертвоприношением, с всеми деталями богослужения в храме. Когда все нужно было выполнять четко, строго и четко. Строго. Да. Вот Христос так, пришел. И что у нас сейчас? Вот сейчас у нас, получается, изменилось положение. Даже наше богослужение, которое мы совершаем в храмах, оно имеет вариации, имеет различные традиции.
Хотя можно сказать, что традиция – это тоже некоторая затверделая форма, которая полезна для исполнения. Потому что если я знаю эту традицию, и другой священник ее тоже знает, нам легче служить, потому что мы друг друга понимаем. То есть мы можем в одно время совершать вместе богослужение. Но с другой стороны, иногда человек традиции внешней, каким-то правилам, да, он придает такое значение, которое для него кажется спасительным. То есть, если он в этот момент не поклонился или, например, не совершил 40 поклонов, а совершил 39 поклонов, значит, он, скорее всего, совершил грех перед Богом. Если человек так думает, значит, скорее всего, у него служение только закону. Но мы с вами должны понимать, что Христос пришел на землю, чтобы принести благодать. То есть, апостол Павел говорит, что тот, кто любит Бога, кто слушается Господа и идет вслед за Ним, да, он уже не под законом, он в благодати. Вот как мы с вами приходим домой, если мы любим своих домочадцев, мужа, детей, мы уже не задумываемся о том, что нам надо посуду успеть помыть, полы помыть, там, может быть, ко времени уроки сделать, чтобы не обидеть своих близких. Мы об этом не задумываемся. Мы чувствуем, что нам надо делать, чтобы не обидеть и чтобы все было в порядке. Мы это чувствуем. И в этом случае тоже, если христианин приходит на службу в церковь, он должен слушать свое сердце. Вот тут, да, вот тут как раз нужно поставить приоритет того, что мы приходим в церковь для чего? Для молитвы. Для молитвы. То есть наше отношение с Богом прежде всего, это наша связь молитвенная, возношение ума и сердца к Богу. А то, что совершает священник, оно нам помогает участвовать в том, что делал Христос на земле. Вот мы видим, как в лице священника Христос выходит на проповедь, выносит Евангелие. Вот мы видим, как Христос приходит в Иерусалим, чтобы отдать себя в жертву. Это вход Господень в Иерусалим, когда ему махали веточками, помните? Да. За несколько дней до его распятия. Да? Это священник выносит чашу и такую подставочку, где приготовлен хлеб для перенесения его в жертву Богу. То есть мы видим эти события. Но эти события не должны для нас быть, скажем так, они не должны заслонять для нас общение с Богом. То есть бывает, что человек даже ссорится с другим христианином из-за того, что тот какое-то правило не соблюл. То есть, например, он что-то в молитве неправильно произнес, или, может быть, богослужение не так понял, или, может, не так его изучает, как вот этот первый человек, более дотошный. И вот состояние законничества, состояние такого фарисейства, можно сказать, оно как раз оттеняет в человеке живое общение с Богом, общение в благодати. То есть благодать – это дар, благая дать, благой дар, который Богом дается нам незаслуженно. Если тогда в Ветхом Завете или в состоянии законничества человек хочет заслужить вот этими делами, вот он 40 поклонов сделал, молитву прочитал от начала до конца, там 20 минут потратил, например. На богослужении простоял, значит, другие, кто не были на богослужении, они плохие для него. Если он так себя считает, что он заслуживает благодать Божией, то в этом отношении, конечно, Господь ему благодать не будет давать. То есть человек как бы зарабатывает себе расположение Бога. Но Господь пришел для другого. Он пришел, чтобы спасти грешника, чтобы спасти человека, который, несмотря на то, что он старается исполнять правила, может быть, но он знает, что внутри-то он грешен пред Богом, он несовершенен. То есть Бог переносит акцент с внешних правил на внутреннее состояние человека. Бог призывает, чтобы человек увидел в своем сердце неспособность и бессилие перед обилием грехов, которые его заключают в эту темницу, понимаете? То есть Христос хочет, чтобы мы признали, что, Господи, мы своими силами заслужить спасение и чистоты не можем, нет у нас таких сил. И вот тогда человек приходит в храм, молится, и все, что его окружает, и благовоние, и вид священнослужителей, и ход богослужения, пения, все его располагает к умилению, потому что он пред Богом раскаялся, чтобы он Бога поблагодарил, чтобы он себя ощутил недостойным спасения. Понимаете? То есть это и есть благодать, когда вот твоя молитва, может быть, даже произнесенная несовершенно, да, но идущая от сердца, она и будет услышана. Да, вот что интересно, что в Евангелии есть история, когда мытарь, это налогосборщик, которого не любили евреи,
потому что он собирал с них налоги в пользу римлян. Вот. И фарисей, который исполнял все правила, это был такой служитель, который все знал, все делал, все правильно делал. Они оба зашли в храм. И вот этот вот фарисей, который все знал, он сказал: «Господи, благодарю, что я не такой, как все грешники». И вот как вот этот вот несчастный мытарь. И вот, а мытарь понимал, что он грешен пред Богом. Он бил себя в грудь и даже боялся наверх посмотреть. И говорил: «Господи, прости мне, потому что я грешен. Прости мне, милостив будем мне грешным. Просто смилосердуйся надо мной». И Господь говорит, что вот этот вот мытарь, налогосборщик, ушел домой более оправданным, то есть больше получил пользы от своей молитвы, чем фарисей. То есть получается, что Бог смотрит не на то, как мы молимся, а Он смотрит на то, с каким сердцем мы молимся. Конечно, у нас есть базис необходим. Мы должны веровать, что Бог Троица, Отец, Сын, Святой Дух. Мы должны признавать и веровать и через свою жизнь пропускать, что Бог Сын, Иисус Христос, пришел на землю, Он за нас пострадал, был распят, воскрес ради нас. Мы должны это знать, признавать. Без этого мы не сможем вот с таким чистым сердцем, с благодарностью к Нему обращаться. Но если мы больше внимания отдаем внешним правилам, внешним постановлениям, то мы просто погрязаем вот в эти вот, как бы сказать, вот в это законничество. То есть мы опираемся только на правила. И тогда над другими людьми мы превозносимся и говорим, что я теперь достоин спасения, понимаете? Вот в чем проблема. Поэтому мы говорили, что время закона и время благодати может быть и в жизни каждого человека. Пока мы приходим в церковь, как мы с вами говорили, только-только мы начинаем жить по-христиански, у нас еще время такое, вот мы пока учимся правила исполнять. Мы заставляем себя молиться, мы заставляем себя попервую, да, заставляем себя в храм ходить. Нас что-то отвлекает, но мы идем, да. Мы заставляем себя исповедоваться, потому что тяжело признавать свои грехи перед священником, тяжело показывать себя таким вот человеком не очень благочестивым, да, во время исповеди. Вот. И вот получается, что мы себя только-только к этому приучаем, как школьник, да. Но если человек вошел во вкус, если он понял, что от этого есть польза, что он научился себя контролировать, что он почувствовал радость от того, что он к Богу молится, и он почувствовал силы в борьбе с грехом, потому что Бог ему пытается помогать, тогда он уже переходит в другую стадию, во время благодати, когда он уже любит Бога. Он уже любит приходить на богослужение, он уже любит идти в своих грехах каяться. Он уже открывает Евангелие, потому что там он находит ответы на свои трудные вопросы в сердце. То есть он это переживает, он с этим живет. И Бог ему тут как самый близкий ему помогает. То есть получается, Евангелие – это великая, но сложная книга для тех, кто только начинает. Да. И получается, что когда ты будешь с благодатью приходить, молиться и понимать, зачем ты пришел в церковь с открытым сердцем, тогда, наверное, и слова Евангелия Бог поможет понять. Точно. Вот Евангелие – это книга как раз времени благодати. То есть это Евангелие, оно раскрывается для человека, когда он в состоянии вот этого вот благодатного общения с Богом. Когда он только пытается закон исполнить, ему необходимо заповеди соблюдать, ему необходимо смотреть на то, как поступали святые, как поступали ветхозаветные праведники, там, Моисей, да, там, Давид, как они каялись, Авраам, да, мы смотрим на них, читаем Ветхий Завет, историю израильского народа. А вот Евангелие, оно раскрывается, когда человек уже общается с Богом в сердце, когда он молится, и он уже вот эти правила, они уже у него на второй степени, скажем так, на втором месте, когда он именно просит Бога ему открыть, и порой мы даже сами не можем себе объяснить, как мы поняли Евангелие. То есть Бог, видя, что мы пытаемся его познать, Он нам дает смысл. Порой даже я читаю строки в Евангелии, которые лично мне открываются, а другому я это объяснить не могу, потому что это сейчас не для него, вот это для меня. Это ответ на мой конкретный вопрос. Поэтому да, Евангелие, оно раскрывается Богом для нас, а не мы его раскрываем. Это не исторический документ, который можно просто... Вот заповеди Божьи можно просто исполнить. Любой человек может посмотреть, так, не прелюбодействуй, не завидуй, все четко. Это законническое состояние, да? А вот дальше уже, когда человек понял, что ты либо любишь Бога, либо не любишь. И вот если ты понял, что
ты хочешь его любить, значит, это состояние, вот время уже благодати пришло. Вот. Поэтому я думаю, что христианство – это когда человек переступает через этот порог четкого следования и боязни нарушить правила. Потому что когда он Бога любит, он их уже не нарушит, он уже не будет грехи совершать, понимаете? Он может в чем-то ошибаться. Ну, конечно, может где-то что-то забыть, где-то не выполнить обещание, где-то, может быть, грубое слово сказать в порыве какого-то гнева. Но он будет раскаиваться, он будет чувствовать, что он не прав, потому что в нем действует благодать. Работа уже началась. Очень серьезная, да. Большое спасибо, отец Дмитрий, было интересно. И это была программа «Православный взгляд» на телеканале ТУВА-24, которая у нас выходит каждую пятницу. А в студии сегодня о законе и благодати мы говорили с отцом Дмитрием, клириком Воскресенского кафедрального собора. Спасибо. Спасибо, До Господи. следующей встречи.